Ассаламу алейкум, приветствую наших зрителей. Сегодня мы выступаем специально для канала Даймок Онлайн. Тем временем я напоминаю, что у нас есть наш канал, на который вы можете подписаться по ссылке в описании видео. Сегодня мы посвящаем наше выступление вопросу, который очень интересует и сегодня очень актуализировался. Он посвящен тематике народных органов власти, которые существовали у чеченцев, и атрибутов, которые им сопутствовали. Речь идет прежде всего о чеченском изначально судебно-законодательном органе власти, военно-демократическом органе власти, который называется Мехкел, что буквально переводится как суд страны, и смысловой перевод как совет страны. Надо сказать, что ему сопутствовали три атрибута, то есть три предмета, которые были вместе с этим органом власти, они использовались им. Это национальный котел Оман-Ей, национальная печать Оман-Мор и национальная летопись Оман-Тептер. Вообще, что касается вопроса времени в образовании Мехкела, то здесь можно переходить только в предположения и теории. И, безусловно, если смотреть на исторические источники, которые описывают на подобные совещательно-законодательные и судебно-законодательные органы власти в различных племенах и до нашей эры, и в нашу эру, наверное, стоит этот вопрос оставить в стороне. Между тем, если говорить о личностях, с которыми связывают образование, создание Оман-Ея, то есть национального котла, то они предположительно жили в XII веке. И котел этот был заново сделан в XII веке, но его преемственность прослеживается со времен до нашей эры, еще со времен существования Урадского государства. Но об этом мы скажем позже. Сейчас следует сказать, что вплоть до принятия ислама чеченцами Мехкел был фактически главным судебно-законодательным органом власти, который совмещал в себе вот эти вот две ветви власти. После того, как ислам укрепился и был признан как государственная религия, как национальная религия и принят всеми членами Мехкела, этот орган разделился. Стал существовать отдельно орган, который известен по двумя именами. Это Майстойн-Кел или же Бейр-Кел. Дело в том, что после того, как чеченцы приняли ислам, Мехкел, естественно, стал руководствоваться в определенной степени исламским законом, а Майстойн-Кел, который сохранил архаичные традиции до исламского периода, стал существовать отдельно. И в народе его прозвали еще и Дейхел, то есть суд, который вершит по законам предков, а не по новым законам, принятым после исламизации Чечни. И еще позже, то есть это событие еще позже, непосредственно в 1600-е годы, согласно нашему исследованию, в 1654 году, из Мехкела, который нес до того периода судебно-законодательные функции, выделился отдельный орган власти, который стал называться Мехкетышем. Впервые этот орган, по нашим данным, собрался на вершине, которая и сегодня называется Кетышон-Куарта, которая находится на территории сельского поселения Центарой. Именно там, в Центарое, состоялось первое совещание выездное, во время которого выделился орган Мехкетышу, который стал нести функции законодательного органа власти или представительского народного собрания. Скажем так, это парламент, который был представлен депутатами. Депутаты – это избранные, скажем так, выборщики с населенных пунктов, а также из различных тейпов. И вот этот вот совещательный орган власти впервые в 1654 году под руководством выдающегося чеченского предводителя Тинин-Люса состоялся на вершине Кетышон-Куарта. Что касается Мехкела, то он сохранил за собой функции судебного органа власти и находился постоянно, стационарно на одном месте. Он располагался на территории Нашра. Надо сказать, что об этом свидетельствуют и этнографические источники XIX века, царского периода, Попов и другие авторы. Они подтверждают, что действительно были судьи, то есть традиционные исламские судьи Эйда в населенных пунктах, были областные суды, которые назывались Махкама. И если исковиков не удовлетворяло решение Эйда или не удовлетворяло решение Махкама, то они обращались в Нашхинский суд,
как самую верховную инстанцию и решение, которое уже было для всех обязательно. И в этом смысле, как я сказал, Меркель стал нести после середины 17 века судебные функции, Меркетешу законодательные функции. Далее мы перечисляем терминологию: Меркель один орган, Меркетешу другой орган, Махкамы и Эда как подразделение Меркеля, нижестоящей инстанции. Значит, и надо вернуться к терминам Меркда и Меркнана. Это два определения. Кстати говоря, очень интересно, что учитывая то, как в мире сейчас пытаются защищать интересы женщин, права женщин, для чеченцев этот вопрос был не актуален вообще в традиционном обществе, потому что женские права женщин страны защищались, даже был представительский, скажем так, пост Меркнана. И в топонимии Ахмада Сулейманова даже упоминается местность, соответствующая, связанная с этим титулом или с этим постом, расположенная в верховьях Аргунского ущелья. Так вот, Меркда избирался на всеобщем собрании. Как мы сказали, Меркетешу, народный орган власти, законодательный орган власти, он был представлен выборщиками, избранными в населенных пунктах и различными тейпами. И вот они выбирали Меркда. И Меркда в мирное время считается, что он руководил на протяжении 4 лет и мог быть переизбран, опять же, вот этим вот собранием народным. А в военный период он руководил до завершения смутного времени. И яркой личностью, опять же, возвращаясь к времени возникновения Меркетешу, яркой личностью Меркда, народным предводителем, был тот самый Тинин Люс. Люди, которые проявляют скепсис относительно этого термина, надо сказать, что этот скепсис он не объективный, потому что в источниках 19 века, а также 20 века и в письменных, и тем более в этнографических источниках термин этот употребляется буквально в этой форме – Меркда. Можете убедиться в этом, значит, если поинтересуетесь содержанием сборников сведений о кавказских горцах. Значит, дальше мы возвращаемся к атрибутам, касающимся Меркеля. Изначально Меркель, как мы сказали, носил судебно-законодательные функции, и на каждом его заседании всегда использовались 3 атрибута, 3 предмета. Это национальная печать, национальный котел и национальная летопись. В летописи записывались любые решения, которые принимались Меркелем, и, соответственно, отражались политические события, исторические события, касающиеся всего чеченского народа. Значит, она называлась Оман Тептер. По некоторым сведениям, ее же также называли Ей. Именно книгу тоже называли Ей. Значит, другая реликвия – это Оман Мугар, то есть печать. Это печать, которой Меркель, то есть народный орган власти чеченцев, закреплял какие-то документы, значит, или же в той же летописи отражал свои тексты, закреплял их печатью. То есть это естественные атрибуты, необходимые для документа оборота, для судебного производства и так далее. Значит, наконец, третья реликвия – это Оман Ей, который сегодня особый интерес. Значит, он также назывался, этот котел назывался Цастей. Как мы знаем, на любые, значит, увеселительные или похоронные мероприятия всегда в старину использовались котлы, сейчас тоже у некоторых народов и у чеченцев в частности они употребляются, используются. И этот котел назывался также, второе имя у него было Цастей, потому что он был заклепанный, то есть представлялось 7 плит, включая, вернее, и отдельно 8-ю плиту, которая представляла собой днище. И вот эти 7 плит, они были заклепаны и в совокупности составляли котел, который назывался Цастей, медный котел, или Оман Ей, национальный котел. Почему столько внимания к этому котлу? Потому что считается, и об этом передается из поколения в поколение, что на нем были записаны имена, значит, скажем так, патриархов целого ряда чеченских обществ. Они были записаны на котле, значит, и люди, которые уходили, покидали Нашху в миграционные периоды, выходили на плоскость, расселялись вплоть до Волги, до Дона,
люди если возникала необходимость, в любое время могли удостовериться в том, что их гнездо, место их исхода расположено именно там, и имена их отражены. С другой стороны, это вовсе не означает, что зарождение чеченского народа происходило в Начхинской котловине. Напротив, это говорит о том, что здесь находился объединяющий, консолидирующий орган власти, при этом который имел атрибут Пауманьей, на котором были отражены имена от патриархов, предводителей обществ, выселявшихся с гор на плоскость. Эти имена отражались. Если говорить о судьбе этого котла, то считается, что в 1843 году он был уничтожен по тем или иным соображениям, по приказу Шамиля, имама Шамиля. Вот то, что касается чеченских органов власти, как мы отметили, это законодательная ветвь, представленная Мехкетешон, это судебная ветвь, которая представлена отдельно Мехкелом и Майстойнхелом или Дейхелом, а также подразделениями Мехкела, то есть это Махкамы и Эды. И это исполнительная власть, которая была представлена в личностях Мехкда, в личности Мехкнада. И в этом смысле, опять же повторюсь, то, что в средневековой Чечне интересы, права и голос женщин был выражен вот в этой вот избираемой должности, в этом избираемом пост женщины Мехкнана, говорит о высокодемократических устоях и атмосфере, которая царила в чеченском обществе. В принципе, Головинский в своих этнографических записях прямо об этом пишет, утверждая, что если мужчины, находясь в том или ином противостоянии друг с другом, были вынуждены скрываться, даже кровники скрываться друг от друга, закрываться в башнях и так далее, при этом женщины имели столько свобод и неприкасаемость, гарантированную неприкасаемость, что могли спокойно передвигаться из одного села в другое. Естественно, скорее всего, это периоды больше расцвета устоев общества, падения тоже были, которые были связаны с социальными потрясениями, но основная мысль наша заключается именно в этом. Если говорить о личностях Мехкдей, которые представлены на протяжении с 16 века по 19 век, то мы считаем, что эта цепочка, она замыкается на личности Бейбулата Таймиева, поскольку Бейбулат Таймиев был, безусловно, избранным Мехкетешо, предводителем чеченцев, то есть Мехкда, а после него начинается эпоха имамов. Мы знаем, что поднимается личность Кази Магомеда, после него Хамзатбека, после него Шамиля, а затем наибом, вернее имамом Чечни определенное время становится Байсангур, и после него Гази Алдам, а вернее Алибек Хаджи Алдамов. И, предшествующие предводители чеченцев Мехкды, они на протяжении 16, 17, 18 веков сыграли яркую роль в истории чеченского народа и демонстрировали своей деятельностью то, что мы называем институтом Мехкды в истории Чечни. Завершая наше выступление, следует сказать, что помимо этих должностей, помимо этих постов, у чеченцев фигурировали такие должности, как, допустим, бятчи, это отдельные, скажем так, полковые предводители, которые бывали порой представлены как предводители сельского объединенного войска, либо как предводители тейповых войск, которые были составлены из нескольких сел. Были личности, которые назывались турда, то есть это, скажем так, стратеги или главнокомандующие. И в этом смысле считается, что три атрибута власти, которые были выражены в словах тур, дуаш и сацам. Это меч, тур, дуаш – это слово, право голоса, и сацам – это исполнительное право решения. То есть сацам, исполнительное право решения, было атрибут, который свойственен Мехкда, то есть, грубо говоря, современным языком, если говорить президентом. Тур или оружие – это атрибут был свойственный турда, то есть главнокомандующему. И дош
право голоса имели депутаты, которые представляли собой совокупно народный парламент или народное собрание, Мехкедыш. И считается, что три этих атрибута не допускалось, чтобы они объединялись в одном человеке во избежание пагубных последствий этого явления. И в этом смысле исключением, опять же, считается Бейбулат Таймиев, который объединил в себе вот эти вот три атрибута власти. Он был и главнокомандующим, он изначально был представителем, частью Мехкедыша, то есть имел право голоса, и вместе с тем еще и был наделен властью Мехда, то есть Сацам тоже был этот атрибут в его руках. В этом смысле он был человеком как бы беспрецедентным для промежутка с 16 века по 1825 год, потому что по нашим данным его избрание Мехда состоялось в 25 году, а до того он был главнокомандующим, как об этом сообщается в письменных источниках ЦГИАР, Центрального государства исторического архива Грузии. И, значит, на этом исследование в данном направлении не заканчивается. Мы надеемся, что нам и в дальнейшем удастся выявлять вот эти вот атрибуты власти, органы власти, которые существовали у чеченцев на протяжении Средневековья и нового времени. Да, вот я